Сегодня дольщиков в доме 68 на Чистопольской собралось немало. Вместо зала заседаний – одна из квартир. Среди пришедших и Владимир Лесников. Мужчина-рыбак со стажем. 8 месяцев в году находится в плавании. Говорит, квартира нужна, чтобы коротать время на пенсии. Однокомнатная квартира. Года 4, наверное, 5 жду. Друзья посоветовали, я заплатил, и все. И вот время идет. Возводить многоэтажку начал Макстрой еще в 2007-м, а сдать собирался в 2012-м. Но из-за банкротства работы были заморожены на 2 года. С осени объект передали фирме «Бриз». Были и неправильно смонтированы стояки водопровода, отопления, были допущены нарушения при монтаже фасадных работ. То есть, это все устранено, все полностью демонтировано, все выполнено в новом объеме. Провели отопление, смонтировали систему вентиляции. Завершается врезка водопровода. На этой неделе на экспертизу отправят проект благоустройства двора. Сегодня на объекте работает более 300 человек. В квартирах практически завершены отделочные работы. По словам застройщика, сдать проблемный дом собираются ко дню города. И таких проблемных домов в Казани с 2015 года было 30. 17 уже сдали. Очередь медленно, но верно идет к остальным. 4-й дом. На Симфонии продолжается работа. У нас на Ноксинском спуске 1-й дом и на 2-м доме идут работы. Вот сегодня вы слышали, что мы по Свеевскому 3-му дому. Сейчас занимаемся вопросами проектирования для того, чтобы там тоже можно было начать строительные работы. Сегодня в Татарстане ждут новоселья почти 4000 дольщиков. Остаются несданными 23 дома. Решить эту проблему полностью в республике планируют к 2021 году. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.